Сёння Белсад у мастах, горадзе над Днёманам. Хоць і статус гораду населены пункт вядомы з 15 стагоддзя атрымаў не так і даўно, у 1955 годзе. Ну што, вітайце масты! Приехали до вас в мосты снимать сюжет про ваш город. И хотели запытаться, как вам тут живется? Живется отлично. Я сам родом из мостов, учился в Минске, получается, в Белорусском национальном техническом университете. И вернулся на отработку в родной город. Работаю на вот этом заводе Мостовдрев. Получаю достойную зарплату. Живу пока что с родителями, собираю деньги на будущее. Я приехала сама из Литвы. Да, я росла в Литве. Но, так сказать, любовь соединила. Знаете, в моральном плане мне здесь нравится. Люди добрые, люди более открытые, такие светлые, что ли, потому что где деньги, там конкуренция. Первое дело, когда я приехала сюда, у меня было вот это вот, что мало где можно закупиться, купить что-то. Вот надо там что-то посерьезнее купить, да, надо ехать там в Гродно. Очень хорошо живется. На пенсию хорошую получаем, не обижает батька нас. Ну, только крышку завод, что тут вот дымить плоховато нам. Ну, что зробишь? Нигде не денешься. Запахи эти все равно есть. Зимой бывает черная очень сажа. Ну, теперь как-то более-менее. Негде работать, мало, только один завод. Предприятий больше никаких нету. Площадок детских нету. Раньше был детский пионерский лагерь на той стороне Нёмана, как-то больше дети. Ну, а теперь уже тоже мало этих всего. Не обижает батька нас. На сённяшні момант у мостах жыве каля 16 тысячаў чалавек. Аднак за апошні час тут не нарадзілася практычна нікога. Як жа так? Адказ вельмі просты. Некалькі гадоў таму раддом тут проста зачынілі. Маўляў, няма сэнсу яго ўтрымліваць. Цяпер жа будучым мамам з усяго Мастоўскага раёну трэба ехаць як мінімум за 40 кіламетраў у Ваўкавыск. Ездим, да, в Волковыске рожаем бесплатно. И районы, 16 тысяч населения, конечно, хотелось бы свое. Если у кого-то компликации, какие-то серьезные роды, то, наверное, лучше, да, все-таки какой-то большой, крупный центр, где уже и финансирование другое. Самы вядомы мост у мостах падвесны. Яго даўжыня складае каля 200 метраў. І ён найдаўжэйшы ў сваім родзе ў краіне. Пабудавалі яго ў 1972 годзе, а апошнюю рэканструкцыю ён перажыў якраз сёлета. Мясцовыя жыхары называюць яго галоўным сімвалам гораду. Калі б вы былі кіраўніком горада, якія топ-3 праблемы вы б вырашылі ў першую чаргу? В первую очередь роддом открыть. Детскую площадку хорошую, большую какую-нибудь. Уже для детей вообще ничего нету. Ну и очень надеемся, скоро бассейн откроют в мостах. Ждем уже. Хотелось бы больше рабочих мест, возможностей для, так сказать, молодых семей, чтобы не куда-то уезжать, а можно было бы здесь жить и работать. Я, допустим, работаю в Гродно, живу здесь. То есть я вот постоянно езжу 70 километров туда-обратно. Первая проблема – это, конечно же, дороги. Дороги у нас будут крайне ужасные. Местами они невозможно просто ездить. Вторая проблема – это бюджетные организации и касательно зарплат. Зарплаты очень низкие. Люди работают за 300 рублей, за 350 рублей. Умудряются как-то жить. Не жить, а выживать. Ну а третье, что, честно, может быть, я бы давал больше шансов молодым людям, которые амбициозные, перспективные, их пробовать в сфере управления и руководства. Это удержать молодежь в городе надо было. Ну, просто нету таких развлекательных центров, такого всего.
Для молодежи именно. У нас грошей у бюджеті вже нема. Чому? От там у нас є от громадне підприємство «Мостовдрел». Тепер яно належить Мінську, і з останніми підприємствами те саме. У нас мостовських підприємств не осталось. Реально поглядеть, от мене би поставили яким-нибудь мером города, я б більше не зробив. Не зробив, бо нема чим. Ось і все. Нема влади і нема грошей. Выглядае на тое, што масты беларускі Амстэрдам, бо такой колькасці раварыстаў вы не ўбачыце, пэўна, і на вуліцах сталіцы. Тут едуць двухколавым транспартам проста ўсе, ад маленькіх дзяцей да бабулек. Магчыма, таму што аўтобус на мастоўскіх вуліцах звер экзатычны. Вот сейчас у нас 3 июля открывается бассейн, наконец-то, после реконструкции. Вот, то есть будет уже бассейн, уже можно куда-то будет сходить. Фитнес-центр, допустим, было бы вообще супер, мне кажется, люди бы ходили. Я як былий предпринимальник, я скажу одразу, я зачинився, так, бо вести тут нечто більш-менш, ну не то, що навіть серйозне, а просто гандляваць – це один вид бізнесу, який тут можна, це гандль. Там можна було прокормитися ще годов, скажем, 5-6 назад. На сённяшні дзень гэта работа толькі, ну, скажем так, по інерцыі. То есть, хто ўцянуўся, той робіць. З вашых аднакласнікаў шмат людзей тут засталося? Кто-то там, в Россию уехал, кто-то еще в Европу уехал, кто-то в Минск перебрался. Ну, человек 5, может быть, не больше, где-то так. Мало молодежи. Много кто очень спивается, очень много людей, кто просто от безысходности. А что в мостах? Вот они все так говорят, а что в мостах делать? Ну, пить, больше нечего. У них каких-то, ну, нету стремления, что ли, как-то совершенствоваться. Вот. Поэтому выход один. А вот, которые более толковые, они, естественно, смотрят дальше, там, Минск, там, даже Польша. С Штаты много кто уезжает по грин-карте. В Америке, наверное, много мостовские. Выигрывают грин-карты, молодежь. И вот эти родственники все перетягивают в Нью-Йорк. В Нью-Йорке, там не в Америке очень много наших. А вы бачыце ўвогуле перспектыву для своих детей в этом городе? В плане перспективы учебы там, ну, в дальнейшем нет. К сожалению, хотелось бы, потому что сами здесь хотим остаться. Хотелось бы, конечно, и детям, чтобы было удобно. Нету предприятий, негде работать. Очень мало. Сын у меня у Гродно, невестка и внуки. А дочка вообще за границей. Перспектив здесь нет. Уже как есть, живут люди. Сказать, что тут вырастешь где-то, что-то приобретешь, дом построить, здесь реально сложно. У мастах людзі збольшага не бачаць перспектывы, але ж умеюць радавацца простым рэчам. А вы пішыце на нашу скрыню. Мы даедзем да вас у любое надвор'е і па любых дарогах, бо вашыя праблемы блізкія і нам. Белсат едзе!